balım, oy balım, o dilinin kamışı. Oy balım, oy balım, o dilinin kamışı. Bir girek batır işitile, sana dolaşırlar kamışı. Это не простое выступление, это выступление, я считаю, вековое, оно очень значимое для всех нас, особенно для московских татар. Это 70-летний юбилей нашего великого артиста, заслуженного артиста Республики Татарстан и народного артиста России Рената Исламовича Ибрагимова. Вижу, что здесь очень много татар, увлеченных творчеством Рената Ибрагимова. И видите, в таком красивом Кремлевском дворце собрались столько много людей и медийных личностей, как бы, ну, почтить его творчество. Ренат Ибрагимов – наша татарская легенда. Наверное, от родителей, от нашего старшего поколения услышала впервые его песни, то есть с детства все идет. И очень нравится его баритон. Наверное, такого больше нет. Я не слышала. Сегодняшнего концерта я ожидаю ощущения те, которые присутствовали в моей молодости во времена учебы в Воронежском университете. Это был любимый мой исполнитель. У меня полное собрание дисков. И в настоящее время, где бы я ни был, на даче, еду в машине, я часто вставляю диски и слушаю исполнителя Рената Ибрагимова. Это наша молодость, песни, ностальгические песни. «Листья желтые», например, да? Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом на полнами ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Конечно же, такие как Ренат Ибрагимов, это яркий пример нашим детям, внукам и вообще поколениям будущих нашей Республики Татарстан, и вообще пример всем поколениям. С творчеством Рената Исламовича я уже знаком с таких лет, с юных лет. С ним ознакомили меня мои родители, они всегда приводили его в пример, говоря то, что это наш золотой голос нашего народа. Да, впрочем, и не только нашего народа, конечно же, но тем не менее нам это очень импонирует, нашей нации, то, что среди наших есть такая великая фигура, как Ренат Ибрагимов. Вот он исполнял песни и Муслима Магомаева, вот, и других исполнителей, ведь он не старался исполнить так, как исполняли эти исполнители, а он исполнял их по-своему, своим пониманием этой песни. Это получалось очень-очень хорошо. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера отбудет меня темной ночью хранила. Я впервые на таком классном концерте, вообще просто Рената Бигзур Ахмед, потому что такие эмоции. Полный зал Кремлевского дворца, это уже о многом говорит. Я считаю, что это прорыв в татарской национальной культуре. Реально мы видим, какое место татарская культура занимает в
международной культуре, как она интегрирована. Надеюсь, что таких концертов будет все больше, больше и больше, когда в гармонии все виды творчеств и культуры многих народов. Все-таки Ринат Ибрагимов на сегодняшний день это топовый, известный наш певец и гордость нашего татарского народа. Мы в Рината Ибрагимова вкладываем свою любовь, свое уважение, свое признание. Мы, в свою очередь, от него ждем, чтобы он воспитал целое поколение таких же талантливых, таких же профессиональных татарских певцов. И еще у нас одно пожелание к нему есть. Ринат Ибрагимов, чтоб пел как можно больше татарских песен. Главное богатство нашего татарского языка – это должно быть в семьях. Но наша газета «Татарский мир», где я работаю уже более 7 лет, она является как бы пропагандистом нашей татарской культуры, татарского языка, татарского общения. Сохранение татарского языка в Москве, в мегаполисе, мы этому придаем огромное значение. Вот мы только после этого черного госсовета, как мы его называем, мы провели 6 круглых столов. Это мы собирались по 50, по 70 человек активистами, приглашались спикеров. Каждый у нас стол был, значит, с определенной задачей. И вот мы хотели выработать стратегию дальнейшего, значит, деятельности татар в Москве. Как сохранить нам татарский язык, фольклор, наши привычки. Мы этим занимаемся. Наше движение «Штаб» существует уже порядка 20 лет. Мы собираем татар Москвы, объединяем их, знакомим между собой. Как бы между ними возникает какая-то связь. То ли семейная, то ли партнерская связь, да. Кого-то мы берем на работу, кого-то устраиваем личную жизнь. То есть такой как бы коворкинг-клуб у нас на Таганке, квартира в стиле лофт, где мы дружно собираемся, общаемся, пьем татарский чай вкусный со всякими нашими любимыми треугольниками, а также поем татарские песни под баян. Сама идея штаба мне очень понравилась. Когда я впервые об этом узнал, я был очень удивлен. Вообще, когда впервые пришел, я сразу погрузился в детство, погрузился в что-то такое родное, туган як некий такой, да, вот, туган жир, короче говоря. И было очень приятно, что в Москве такое место существует. И на концерте Рината Ибрагимова я вижу очень много штабовцев, много знакомых, так сказать, оттуда. Очень приятно, это очень круто. Сегодня в организации концерта, этого высокого уровня концерта, конечно, не обошлось без нашего полномочного представительства Республики Татарстан в Москве. Благодаря усилиям вот этого, значит, полномочного представительства, такого у нас в Москве, вокруг которого объединяются все татары Москвы, мы за это очень благодарны полномочному представительству. И прошел на таком уровне высоком сегодняшний концерт. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Я очень рада, что Ринат решил отпраздновать свой юбилей в таком концертном зале, большом, масштабном, и собрать татарский народ, где объединил всех. И хотелось бы, чтобы больше молодежи вовлекалась в этот процесс, чтобы, так сказать, наша культура продолжалась среди молодежи, чтобы татарский язык не забывался, чтобы развивался наоборот. И это дальше все, так сказать, передавалось следующим поколениям. И я хотел бы сказать от нашей ветеранской организации клуба генералов, офицеров Татарстана в Москве. Большое спасибо ему за тот прекрасный концерт, который он сегодня и для нас, генералов, офицеров Татарстана здесь, в Москве, организовал.
Ваш творческий путь, дорогой наш, всегда сопровождал нас, врачей, своим оптимизмом, задором, песнями любви к родине, к женщине, в широком смысле воспевающим дружбу и высокие человеческие качества. С удовольствием наслаждаемся его творчеством в этом зале и говорим, что нам очень повезло застать его в нашей, скажем, такой молодости, кто-то, может, в юности, застать его песни, услышать его вживую. И надеемся, что очень-очень много-много десятилетий еще мы будем наслаждаться этим прекрасным бархатным голосом. Ренат и в детстве дивно пел, по-русски пел и по-татарски, прекрасным голосом успел Россию всю воспеть по-братски. Ему подвластен весь вокал, романсы, опера, эстрада, а он историю познал Москвы, Казани, Сталинграда. В душе артиста до конца молитва старого солдата, отвага воина отца и голос, и любовь Рената. Но песни — это Божий дар, как будто звуки теплоходов, и в них про жизнь родных булгар, и дружба, и любовь народов. Дай Бог ему здоровья. Успехов вашим детям, успехов вашей семье, успехов вашим родственникам и всей большой семье Рената Ибрагимова. Сил, энергии, нескончаемого мощного баритона, вот, чтобы радовал нас своим творчеством много-много лет, и чтобы это был не последний юбилей, на котором мы присутствуем. Аллах Биса. Я хочу поздравить не только с юбилеем, также с тем, что в семье Рената Ибрагимова ожидается пополнение, за то, что он вырастил многодетную семью в татарских понятиях и традициях, что очень важно сохранять и по сей день. Видим проблему сохранения традиций, культуры татарского языка, потому что культура у нас действительно богатая, там несколько тысячелетий все это продолжается, и вот будет обидно, так сказать, да, если сейчас на нашем поколении это все утеряется, это будет очень, не хотелось бы этого допустить, и поэтому мы всячески среди молодежи доносим эту мысль важную, что необходимо татарскую культуру продолжать, сохранять. Чтобы люди влюбились в татарский язык, чтобы они понимали необходимость. Мы видим необходимость в тренингах, в установках, в программировании молодого поколения. Чтобы люди, пока они не полюбят его, пока они через свое сердце, через свой разум, через свою кровь не пропустят вот это вот понимание нужности, что столько поколений этот татарский язык до нас перенесли, и теперь на нас это забывается, мы этого допустить не можем. И в этом направлении мы будем работать, и на этот вопрос мы смотрим с оптимизмом.